Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как семья, едущая на похороны, попала в крупную аварию. На похороны ехали, а он нас не пропустил и нагло перед нами вылетел. Вот отсюда выехал. Да. Пострадал один человек. Массовая авария на перекрестке улиц Восстания и Ибрагимова. Хотел войти, опаздывал на светофор. И все, его у него в задницу затащило, он мне в задницу улетел. Там столкнулись 5 автомобилей. А также задержание наркосбытчиков. А с кем вы один занимались? С братишкой. С братишкой? Конец семейного наркобизнеса. Это и не только. Прямо сейчас. Один человек пострадал в результате столкновения двух иномарок. Авария произошла сегодня днем на улице Несмелого. По предварительной версии, водитель автомобиля Volkswagen Touareg, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности своего маневра и протаранил Chevrolet Aveo. Что было потом, знает Нафиса Минязова. На похороны ехали, а он нас не пропустил и нагло перед нами Вот вылетел. отсюда выехал. Да. Водитель Chevrolet Aveo был в подавленном состоянии. Рассказал, что в его машине находились еще 4 пассажира. Все ехали на похороны родственника, но без того грустный день омрачился еще больше. На улице Несмелого, когда они ехали по главной дороге, внезапно для них со второстепенной и на высокой скорости выехал Volkswagen Touareg. Столкновения водитель Chevrolet избежать не смог. Удар был настолько сильным, что у легковушки сработали подушки безопасности. Но, несмотря на это, пострадал пассажир, сидевший на переднем сиденье. У него в сердце кардиостимулятор, операцию недавно делали. Вот он стукнулся, и ему плохо стало. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали в больницу. Водитель внедорожника свою вину признавать не спешил. И приезду нашей съемочной группы был также не рад. Мужчина всячески пытался препятствовать съемке, но недолго, поскольку надо было объяснять автоинспекторам подробности столкновения. Нафиса Минязова, Ильнар Хатыпов, Вызов 112. Сразу 3 автомобиля столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Ибрагимова и Восстания. Перекресток не поделили Chevrolet Aveo, Chery и Datsun. По словам участников столкновения, в аварии виноват водитель последней иномарки. Однако он вины своей не признает. Почему, узнала Анна Городнова. Из больницы, да, дочку вез. Анатолий, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, рассказал, что отвез в больницу дочь и ехал на работу. Когда стоял на светофоре в ожидании зеленого сигнала, почувствовал сильный удар слева. Сначала сам не понял, что произошло. Ситуацию прояснил второй участник аварии, водитель Chery. Как стоял на светофоре, он вырулил на нормальной скорости, не знаю. Видимо, хотел войти, опаздывал на светофор. И все, его у него в задницу затащило, он мне в задницу улетел. Поэтому вперед откинуло. Речь о водителе автомобиля Datsun. Он с улицы Восстания хотел повернуть на проспект Ибрагимова. Пытался успеть совершить маневр на желтый сигнал светофора. По словам очевидцев, мужчина не стал нажимать на тормоз, а лишь сильнее разогнался. Тогда его машину занесло, и он протаранил 2 стоящие иномарки. Однако мужчина извиняться перед водителями за произошедшее даже и не подумал. Сперва шокированно сидел, потом просто не вылазит. Сейчас всех участников ждет разбор в автоинспекции. Вероятнее всего, виноватым признают водителя автомобиля Datsun. Если же возникнут сложности с определением виновника, то тут смогут помочь камеры, установленные на этом перекрестке. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Ильнар Хатыпов, Вызов 112. На том же перекрестке и в то же самое время столкнулись еще 2 автомобиля. По предварительной версии, автоледи, управлявшая Kia Rio, не уступила дорогу водителю «Лады» 10-й модели. С места происшествия репортаж Альбины Асылгараевой. Не уступила она мне дорогу просто. Все. Водитель отечественного автомобиля рассказал, ехал по улице Восстания со стороны улицы Короленко. На пересечении с улицей Ибрагимова хотел проехать прямо, но сделать это ему не дала автоледи, управляющая автомобилем Kia Rio. Она вот здесь на светофоре, я не знаю, налево поворачивала, разворачивала. То есть помех справа вы для нее были, да? Она должна была уступить? Да. По его словам, автоледи не уступила ему дорогу. В результате сильный удар. Обе машины получили серьезные повреждения. Однако сама девушка с тем, что виновата, не совсем согласна. Я не знаю. Сейчас приедет ДПС и будем разбираться, кто виноват, кто не виноват. Участники аварии остались дожидаться автоинспекторов, которым и предстоит выяснить, кто прав, а кто виноват. Альбина Асылгараева, Нафиса Минязова, Ильнар Хатыпов, Вызов 112. 4 автомобиля по принципу домино столкнулись в Лаишевском районе. ДТП произошло рядом с выездом на Оренбургский тракт, недалеко от населенного пункта Усады. Как рассказали участники аварии, те, кто соблюдал дистанцию, успели затормозить, увидев перед собой затор. Однако от столкновения это их не спасло. Подробности в материале Рамиля Шайдуллина. Учитывая, какие повреждения получили автомобили, можно сделать вывод, что скорость последнего автомобиля Mitsubishi Lancer была весьма высокой. От серьезных травм водителя уберегли сработавшие подушки безопасности. Несмотря на то, что водители их не вызывали, на место приехали экстренные службы. Скорую не видели, пожарные приезжали, а скорую никто не пострадал, все нормально?
По рассказам водителей, за несколько мгновений до аварии они попали в затор. Автомобили даже не успели набрать скорость, так как им пришлось остановиться. Единственный, кто это не смог сделать, мужчина за рулем Mitsubishi. Он сзади врезался в Hyundai, который также откинуло вперед на Mazda. Движения не было, мы встали. На мосту все стояли. Мы подъехали и встали. И он на всей скорости у нас просто. И вот 3 машины попались. А он объяснял, почему он так не уровень? Мы даже с ним не разговаривали. Но он как-то не признал свою вину или признал? Пока не знаем, мы ждем. Mazda по инерции протаранила впереди стоящую «Ладу». В результате столкновения 35-летняя девушка, водитель автомобиля Hyundai, получила растяжение капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей затылочной области. Вероятный виновник ДТП рассказать свою версию событий не захотел. Впрочем, избежать ответственности за аварию ему вряд ли удастся, так как по правилам дорожного движения он был обязан соблюдать дистанцию. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Владельцы садов и огородов в Альметьевске могут найти у себя на участках то, что они не сажали, но за что могут посадить 3 молодых людей. 2 братьев, одному 27 лет, другому 22 и 25-летнюю супругу старшего из них. Попались они с поличным, когда забирали оптовую закладку с наркотиками. В дальнейшем дробили содержимое на мелкие партии и прятали, в том числе и в огородах. Трудились по несколько часов в день. Айрат Назипов продолжит. После получения мастер-клада до закладки где-то часов 5-6, наверное, плюс-минус. В этот раз, думали задержанные, будет как обычно, но все пошло не так с самого начала. Их задержали как раз в момент получения оптовой партии. Забираю закладку, гашиш, 100 грамм. Дальше расфасовывали, запаковывали и раскладывали в тайники. Где раскладывали? В лесах и в огородах. Каким образом? Уезжали в лес или доставляли машину и шли пешком. Фоткали и координаты. Все запрещенное также хранили в тайнике. В нем полицейские обнаружили пакет с многочисленными таблетками внутри. В машине задержанных были пакеты с порошкообразным веществом. Изъяты и мобильные телефоны, ноутбук, резиновые перчатки и банковские карты. Тогда в день задержания нашли больше 120 граммов наркотиков. Кроме того, в 1 октября в Альметьевске оперативники обнаружили еще один тайник, оборудованный подозреваемыми. Всего в результате проведенных мероприятий изъято более 190 граммов наркотических веществ. Заработали, уверяют, не сильно и много – 1050, при том, что трудились таким образом с июля. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 4-я часть предусматривает до 20 лет лишения свободы. Этого времени должно хватить как минимум для избавления от зависимости. Все 3 продолжительное время употребляют наркотики. Как вы употребляете? Курили. Против курения употребляете? Айрат Назипов, вызов 112. Поджег дом родной бабушки, убил ее и разбился сам. 24-летний психически нездоровый молодой человек жил вместе со своей пожилой бабушкой в Черемшанском районе в селе Ибраево-Каргали. Когда он стал вести себя буйно, пенсионерка попросила его родителей, живущих в Альметьевске, забрать его к себе. Но доехать живым к родственникам они не успели. Парень в тот же день воткнул пенсионерке в глаз нож, поджег помещение и голым выбежал на проезжую часть. Там он тут же попал под колеса проезжавшего мимо автомобиля. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.